Так, bir kişi Расулжан Абдрахманов. Қандайсың, Расулжан Абдрахманов? Так, 5 человек. Я это буду обращение делать уже к министру внутренних дел Улану Умокановичу. Это сейчас я хочу спросить у Улана Умокановича и у министра энергетики, и у нашего Акыла Усимбековича. Тияқтан емен өтсең, ешікті аштырсаң, мен жайын. Уважаемый Акылбек Усимбекович, уважаемый министр энергетики, вы что себе позволяете? Если я вам высказался по счетчикам, после того, как я высказался вам по счетчикам, вы сейчас отправляете второй день, когда меня дома нету, 5, 6 парней. Это что за это? Под видом того, что устанавливать будут счетчики. Вы что этим хотите сказать, уважаемые Акылбек Усимбекович? Или вы что, хотите меня силовым способом посмотреть, что ли, а? Кто приезжает? Тебя не видно, просто скажи, кто приезжал? Второй день приезжает? А теперь сейчас кто приезжал? Я откуда знаю, они не представились. Не представились. Нет, просто позвонили, дверь тебя спросили. Сказали с энергосбыта и уехали. С энергосбыта и уехали. Ну, я не знаю. Даже... Вчера что было? Вчера, понедельник. Сколько их человек вчера приезжало? Сегодня? Было 2, сегодня 6. Сегодня 6 уже приехали. Типа с энергосбыта. Ну да. Сказали так. Ну я документы не видела, не знаю. Ну, они такие. Здоровые, накачанные, да? Ну, да. Спортсмены приехали, да? Я не знаю даже. Они не представили себя. О, сейчас. А теперь, уважаемый Акылбек Усимбекович, уважаемый энергосбыт, скажите, пожалуйста, что за 6 человек, которые приехали ко мне домой второй день, когда меня нет, когда я на работе? Весь Кыргызстан практически знает мой номер телефона. Могли бы позвонить мне на номер телефона и по номеру телефона созвониться со мной, с энергосбытом. Или взять. Или что, надо здесь показать, притащить спортивного телосложения 6 ребят и второй день долбить мою семью? И вот так вот показывать и спрашивать, где я? У меня вокруг дома стоят 8 видеокамер. На всех 8 видеокамерах это все запись есть. Кто приезжал? Кто приезжал, как приезжал? Вы что себе позволяете? Вы что, хотите мне навязать вот этот ваш счетчик, который нахрен никому не нужен? В аферу вашу хотите мне навязать? Или хотите сказать узаконенное воровство постановлением правительства, которое вытащили? Вы меня этим хотите, что ли, испугать? Вы что к моей семье приходите, когда меня нету? Возьмите мой телефон, придите. Акылбек Усимбекович, вы что, меня хотите спортсменами попугать, что ли? Или, господин Ибраев, вы меня хотите спортсменами напугать? Или кто там приезжал? Или ОПГшниками меня хотите напугать? Уважаемый Улан Умоканович, министр внутренних дел, скажите, пожалуйста, если вот здесь кто-нибудь зайдет, и я его завалю, это будет считаться тем, что я защищал свою частную собственность. Вы что себе позволяете, уважаемые?
Это что это такое? Как это понять? Второй день мою семью вот так вот приходят звонками, меня начинают спрашивать. Спросите телефон, она даст и соедините со мной, встретитесь. Или мне, мен осымды жаба албай атасыңар. Жаптыра албайсыңар силер жаптыра турган кимсиңер силер жаптыра турганда мен озумду, Акылбек Кусенбек, сен жаптырган атасың мен озумду. Ты кто такой нафиг? Мен үй бүлөмдү коркуткан, ты кто такой нафиг? Передай своим шавкам нафиг. 2 күндөн бери уже мою семью, когда меня нет, начинаете долбить. Это что такое? Чыгарам мен азыр видео түшкөн балдар чыгарам, кто это такие. Келип могу жерде 6 киши келиптир. Келинчегим балдар менен жалгыз неберелерим менен. Бул эмне деген акмакчылык? Премьер-министр, исполняй свою работу. Министр энергетики, исполняйте свою работу. Энергосбыт типа приходил. Там спортивного телосложения ребят посылаете. Акылбек Кусенбекович, я в этой части людей спортивного телосложения видел, когда вы еще не видели. Я таких вещей не боюсь. Ничего себе. Это что такое? Кандай мындайга бардыңар, а? Мен жоқта келіп тұрып, мен үй бүлөмдү келіп тұрып, монда звонокты кечке баскылап, мени сурайсыңар. Уважаемый Улан Омаканович, министр внутренних дел, обеспечьте, пожалуйста, охрану моего дома. Сейчас я поеду в ваш ГОМ, напишу официально заявление, что второй день в мой дом врываются какие-то, стараются ворваться в мой дом какие-то люди, говоря энергосбыт и замена счетчика. Я вам еще раз говорю, я счетчик не собираюсь менять. У меня счетчик, он вполне на законных основаниях. Поднимите мои платежи, я плачу добросовестно. Ничего себе. Улан Омаканович, я еду сейчас в ГОМ, который находится в Көлмө. Пожалуйста, дайте задание вашему дежурной части, пускай они проконтролируют, или же сюда приедут и здесь вот это снимем это. Я напишу заявление на то, что какие-то посторонние люди приходят под видом энергосбыта и здесь второй день долбят мои ворота. Это вообще, мен биякта келинчегим балдармен олтурса, неберелермен олтурса, келип коркутуп үркүткөндө силер кимсиңер менин үй бүлөмдү коркуткандай? Угрозы какие-то, счетчик деп туруп. Чего вы хотите? На видеокамерах чувствую, сейчас я буду разбираться с этим вопросом. Если хотите, звоните маған чалгыла. Акылбек Кусенбекович и министр энергетики господин Ибраев, вы понимаете, вы уже до такой степени далеко зашли, до такой степени очень далеко зашли. Вот эти постановления правительства, которые вы выносите, это же дураку ясно, что это постановление правительства давным-давно, сами в чьих-то интересах это постановление правительства, скорее всего, работает. Скорее всего. Если, скорее всего, вот это постановление правительства было специально для этого сделано, то при чем тут народ, простой народ, которым вы заставляете менять счетчики? Сосед, вот это, буквально этот сосед мой, Ворота открыли, 5-6 человек забежали, прям криками взяли, вот порезали и заменили счетчик. Не запломбировали, уехали. Это мы живем в правовом государстве или не живем в правовом государстве?
Отправьте уведомление, согласно законодательству, отправьте уведомление на данное лицо, что вот так, вот, мы согласно данного постановления, вот так и меняется счетчик. Но там в этом постановлении четко я прочитал, что вы, если счетчики пришли в негодность, меняет вот такие вещи. А вы прям наглым образом все Көлмө заставили поменять. Здесь еще несколько десятков человек, которые отказались менять. Вы этим самым хотите, вы идете противозаконным путем. Я нахожусь сейчас, вот домой приехал. Мой телефон везде есть. А семью мою трогать, приезжать ко мне домой по 5-6 человек, я не советую. Поверьте мне, я не советую вам. Нельзя такого делать. Я соблюдаю закон, еще раз соблюдать буду закон. А вы, я больше чем уверен, уважаемый Акылбек Кусембекович, еще раз повторюсь, уважаемый Акылбек Кусембекович, и господин Ибраев, министр энергетики, вы специально устраиваете саботаж нашему президенту. Вы специально устраиваете ненависть к нашему президенту и Камчат Кадыршаевичу. Вы это специально, планомерно делаете. А зачем вы это делаете? Это уже пускай вас органы спросят. Спасибо за внимание. Но я поехал Улан Амаканович, Улан Иним. Я прошу, я сейчас еду к Көлмөгө. Барып тұрып, ошақтан заявление жазам. Қайсы 6 бала. Потом чоғы келіп тұрып, бияқтан съемка қылалы. Давайте.